Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Первый рейс. Круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл в Абхазию с пассажирами. Борьба с хищениями. В Генпрокуратуре обсудили результаты деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию, расследованию присвоения бюджетных средств. За смелость и самоотверженность школьники Аслан Торчева и Анри Абухба награждены ведомственными медалями Министерства обороны. Последствия пожара. Специалисты СУЭС и Черноморэнерго продолжают работы на Сухумской подстанции. Круизный лайнер «Князь Владимир» совершил первый рейс с пассажирами в Сухум. На борту лайнера 81 пассажир. В Сухумском порту круизный лайнер встретил президент Абхазии Аслан Бжани. Он ознакомился с работой принимающих служб. Президента сопровождали министр внутренних дел Роберт Киот, исполняющий обязанности председателя СГБ Тимур Ахиба, заместитель председателя СГБ, начальник погранотряда Рустам Латипов, председатель Государственного таможенного комитета Утархеция. Президент пообщался с сотрудниками пограничной и таможенной структур. Он призвал абхазских пограничников сотрудничать с российскими коллегами. Президент поднялся на борт лайнера. Генеральный директор черноморских круизов Александр Ткаченко рассказал, что с работниками абхазского морского пароходства, с органами государственного управления в части взаимодействия по пограничному таможенному контролю все вопросы урегулированы. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с руководителями уполномоченных структур вопросы организации работы на КПП ПСО, государственных служб и частных организаций, занимающихся предоставлением услуг. В совещании участвовали вице-премьер-министр экономики Кристина Узга, руководство МВД во главе с министром Робертом Киот, председателем ГТК Утарам Хеце, начальник погранотряда СКБ Рустам Латипов. Премьер-министр поручил в кратчайшие сроки разработать комплекс мер по обеспечению правопорядка на КПП ПСО, соблюдению правил лицензирования предоставляемых услуг, утвердить схему организации движения пассажирского и частного автотранспорта, функционирование автовокзала ПСУ, благоустройство территории, обеспечение нормального перемещения граждан и автомобильного транспорта через государственную границу. За последние 2 года Генпрокуратурой Абхазии выявлены налоговые нарушения на общую сумму около 336 миллионов рублей. В прокуратуре города Сухум прошло координационное совещание, посвященное обсуждению результатов деятельности правоохранительных органов по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию хищений бюджетных средств и налоговых преступлений в течение 2 лет. В совещании, которое прошло под председательством генерального прокурора Адгура Агарба, приняли участие министр внутренних дел Роберт Киот, временно исполняющий обязанности председателя СКБ Тимур Ахиба, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Зураб Ашуба, министр по налогам и сборам Михаил Габилья. Подробнее в репортаже Рады Чачава. С основным докладом выступила ИО начальника управления по надзору за исполнением законодательства Абхазии Генеральной прокуратуры Лиана Тарба. В частности, она рассказала о хищениях бюджетных средств за период с 2020 по 2022 год. Контрольная палата Республики Абхазия за период с 2020 года по 2022 год в органы прокуратуры на выявленное нарушение бюджетного, налогового и иного законодательства направлено 9 материалов для дачи правовой оценки. По результатам проверки фактов, отраженных в материалах контрольной палаты, Генеральная прокуратура Республики Абхазия возбуждено 1 уголовное дело. В отношении 4 граждан Республики Абхазия отказано в возбуждении уголовных дел в совершении преступлений по основанию, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК Республики Абхазия за отсутствие в их действиях состава преступления. Также внесено 7 представлений в соответствующие органы в целях устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь. За отчетный период контрольно-ревизионным управлением Минфина в Генпрокуратуру направлено 3 материала проверок. В возбуждении 1 уголовного дела было отказано в связи со смертью подозреваемого. Остальные дела направлены на проверку в службу госбезопасности. В общей сложности выявлено налоговых нарушений на сумму 335 миллионов рублей. В большей степени выявлено занижение НДС, налога на прибыль, страховых взносов и земельного налога. За 2 года сотрудники Министерства по налогам и сборам Абхазии провели более 1800 проверок. Аналогично за период с 2020 года по 2022 год
Всего по республике, включая деятельность территориальных инспекций, управлений и отделами налогообложения физических лиц, были проведены 173 налоговые проверки. За указанный период были проведены совместные документальные проверки, в том числе с прокуратурой Галского и Очимчирского районов. Также хотелось бы отметить, что результаты комплексной документальной проверки МНС по городу Сухум нами были переданы в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия для рассмотрения и принятия соответствующих правовых действий. Основная доля финансовых нарушений приходится на несоблюдение требований законов и нормативно-правовых актов республики и на нарушение требований законодательства о бухгалтерском учете, отметил начальник контрольно-ревизионного управления Минфина Гиви Хурхумал. Установлены по результатам нарушения недостатки несоблюдения требований трудового законодательства Республики Абхазия, связанные с отсутствием трудовых договоров с работниками, отсутствием трудовых книжек работников, не проводилась обязательная инвентаризация при смене материально ответственных лиц и перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Следует особо отметить, что в области контроля за использованием государственной собственностью было установлено систематическое несоблюдение постановления Кабинета министров Республики Абхазия о порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования реестра собственности. Постановление Кабинета министров Республики Абхазия об утверждении положения о порядке сдачи государственного имущества в аренду, где на объекты республиканской собственности недвижимого имущества, находящиеся в ведении или пользовании объектами контроля, не представляли свидетельства о внесении в реестр государственной собственности и государственных актов на право владения или право постоянного пользования землей. Для устранения выявленных нарушений, как отметил Гиви Хурхумал, Министерство финансов принимает необходимые шаги, например, с помощью бюджетных мер принуждения, разрешенных законодательством. В целях взаимодействия и проведения анализа состояния законности в бюджетной сфере разновременно планировались и назначались контрольные мероприятия, по результатам которых направлялись материалы в органы государственной безопасности Республики Абхазия, в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия и в органы внутренних дел Республики Абхазия. Также следует отметить, что в целях совершенствования государственного финансового контроля Министерством финансов проводится работа по автоматизации всего комплекса контрольных процедур на всех этапах осуществления государственного финансового контроля. Начальник экспертно-аналитического отдела контрольной палаты Астамур Джинджоля рассказал, что за рассматриваемый период в Генеральную прокуратуру были отправлены материалы по результатам 11 контрольных мероприятий. Контрольная палата применяет следующие меры реагирования по выявленным нарушениям, направляет представления и предписания объектам контроля, а также в соответствии с законом об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса направляет в финансовые органы уведомления о применении бюджетных мер принуждения. Одна из основных существующих проблем – отсутствие закона, который обязывал бы налоговые службы направлять материалы о нарушениях в правоохранительные органы, отметил, подводя итоги координационного совещания, генпрокурор Абхазии Адгур Агрба. Одна из основных проблем, на мой взгляд, с которой мы сегодня столкнулись, то, что отчетливо видно, это то, что вот за вот эти последние годы, последующие годы и до этого по сложившейся практике акты и материалы, которые находятся в налоговой службе, они остаются у вас. Там, где усматриваются признаки состава преступления. Это очень серьезный вопрос. Я также понял для себя, что нет нормы законодательства, которая регулирует, обязывает налоговую службу направлять эти материалы в правоохранительные органы. Не только в прокуратуру, правоохранительные органы в целом. Эту практику нужно менять. Мы в порядке надзора и в рамках проверки вполне можем обязать этих лиц, юридических лиц, производить уплату налогов. Адгур Агрба также отметил, что Генеральная прокуратура будет предлагать вносить соответствующие изменения в законодательство страны. На сегодняшний день генпрокурор предложил подписать межведомственное соглашение. Министерству по налогам и сборам с Генеральной прокуратурой, Министерству по налогам и сборам с Министерством внутренних дел, со службой государственной безопасности и с другими соответствующими органами. Я думаю, что тем самым мы сможем дать абсолютно верную правовую оценку в отношении тех физ и юрлиц, которые уклоняются от уплаты налогов. Мы составим проект соглашения, от каждого ведомства включим представителей, которые будут, естественно, предлагать какие-то свои варианты, но соглашение должно быть.
Адгур Аграба также предложил детально обсудить прозвучавшее ранее предложение о создании налогового кодекса. Рада Чачава, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. В Кабмине подвели итоги исполнения госпрограммы «Жилище». В этом году рассмотрено 103 заявления соискателей на участие в программе. Одобрено 67. В их числе 20 заявлений инвалидов первой группы, 25 заявлений лиц, на иждивении которых находится ребенок, инвалид или инвалид с детства, 17 заявлений сирот, 3 заявления многодетных семей, в которых 5 и более детей, 2 заявления семей погибших. Общая сумма расходов по обеспечению принятых решений составила 60 миллионов рублей. Вместе добьемся международного признания Абхазии. В провинции Дюздже прошла встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с нашим соотечественником, депутатом Великого национального собрания парламента Турции, заместителем председателя комиссии по международным связям Талихом Хватыш. Отметили важность разработки совместной дорожной карты по активизации работы с соотечественниками, проживающими в Турции. Инала Ардзинба подчеркнул актуальность скоординированной работы на площадке парламента Турции по расширению международных контактов и признания Абхазии. Господин Хватыш поддержал инициативу, отметив, что приложит все усилия для реализации планов. Инал Ардзинба также прибыл в провинцию Сакария, где осмотрел готовящийся к запуску в этом году новый абхазский культурный центр «Ада-Пазар». Министр пообщался с соотечественниками, проживающими в провинции, пожелал им успехов в предстоящей работе, выразил готовность к совместной реализации проектов. Руководитель нового абхазского культурного центра Арал Бганба в свою очередь отметил, что руководство культурного центра с оптимизмом смотрит на перспективу сотрудничества с МИД Абхазии. Также Инал Ардзинба посетил поселок, где преимущественно проживают представители абхазо-адыгской диаспоры – Тагурак, Ихсание, Каялар. А в Генеральном консульстве Российской Федерации в Стамбуле состоялась встреча Инала Ардзинба с генеральным консулом Андреем Буравовым. Обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Во встрече также приняли участие полномочный представитель Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрахим Авицба, советник-посланник посольства Абхазии в России, спецпредставитель МИД Дмитрий Кетия. В Министерстве обороны подвели итоги подготовки войск за июнь. Мероприятие проводилось под руководством министра обороны Владимира Ануа с участием заместителей начальников управления, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений оборонного ведомства. Репортаж Шазины Ханагуа. До начала основного мероприятия министр обороны встретился со школьниками Асланом Торчуа и Анри Абухба, которые оказали помощь в спасении тонущего в море ребенка. Владимир Ануа в присутствии личного состава Министерства обороны поблагодарил подростков за смелость и самоотверженность, подчеркнув, что благодаря их героическим действиям и быстрой реакции была спасена жизнь ребенка. Приказом министра обороны школьники Аслан Торчуа и Анри Абухба были награждены ведомственными медалями. Владимир Ануа выразил благодарность родителям, учителям и наставникам за достойное воспитание молодых людей. Министр обороны также вручил школьникам грамоты и подарки. Они сделали все, что зависящее от себя, подвиг, спасли, ребенка утопающего. Это, конечно, не каждый смог бы, но вот они смогли. Сегодня примером они будут, для подрастающего поколения и для тех, кто сегодня отклоняется от службы, служения, Родины, служения Отчизну. Это долг каждого гражданина. Также медалью за безупречную службу первой степени был награжден подполковник Андрей Яилов. Затем были подведены итоги подготовки войск за июнь. Рассматривались результаты деятельности вооруженных сил Абхазии по поддержанию боевой и мобилизационной готовности. Штабы и войска в июне месяце с поставленными задачами справились. Кроме того, Министерством обороны и Генеральным штабом продолжается работа по наращиванию потенциальных боевых возможностей вооруженных сил за счет включения в боевой состав новых боевых подразделений, способных выполнять поставленные задачи в современных боевых действиях. Планомерно решаются задачи оперативной,
мобилизационной и боевой подготовки. Получила дальнейшее развитие система подготовки военных кадров. Постоянное внимание уделяется выполнению плана оперативного оборудования территории страны в интересах обороны. Задачи оперативного, боевого и материально-технического обеспечения вооруженных сил выполняются в установленные сроки. В завершении перед военнослужащими были обозначены новые задачи по боевой, моральной и психологической подготовке на июль месяц. Шазина Ханагуа, Даурин Общеба, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. Эпидемиологическую обстановку в районах и состояние морской питьевой воды обсудил министр здравоохранения Эдуард Бутба с районными и городскими санитарно-эпидемиологическими службами. Главный врач республиканской СС Алла Беляева проинформировала, что подготовлены 3 лаборатории для выявления кишечной инфекции. В пробах морской воды на сегодня вирусов не обнаружено. Эпидемиологи также сообщили министру, что некоторые районные и городские предприятия, вопреки указаниям СЭС, не остановили свою деятельность. Беляева отметила, что в этом вопросе им необходима помощь правоохранительных органов. По словам главврача, предприятия также не пугают и штрафы за несоблюдение санитарных эпидемиологических условий. Они просто оплачивают их и продолжают работать дальше. Глава Минздрава поручил усилить санитарно-эпидемиологический контроль по всей республике. В среду, 28 июня, на одной из столичных подстанций ЕПИТ произошел пожар. Без энергоснабжения осталась часть Сухума. Энергетики постарались подать электричество уже к вечеру того же дня. Однако один из трансформаторов полностью вышел из строя. На месте на протяжении 3 дней работают специалисты СУЭС и Черноморэнерго. Сейчас загоревшийся трансформатор доставили на ремонт. О работах на подстанции ЕПИТ в материале Гугуцы Вардания. Перегруз оборудования и изношенность трансформатора. Результат – короткое замыкание и пожар. На подстанции ЕПИТ сгорели трансформатор и фидеры. Это линии, соединяющие электрическую подстанцию с распределительным пунктом. По словам специалистов, фидер должен был остановить возгорание и спасти от аварии с помощью защиты, но не сработал. В процессе начало гореть масло в баке трансформатора. Мы предполагаем, что фидер не отключился из-за того, что когда произошло короткое замыкание, параллельно возникло замыкание на самой секции. Возгорание пошло. Это возгорание, может быть, даже повредило кабель, который защищает. У нас есть релейная защита, которая питается от постоянного тока. И потом этот ток воздействует на отключающий механизм, там на выключатель наш. И он должен локализовать это дело все. Этого не произошло. И произошло развитие аварии. Рядом ячейки тоже находятся. Возгорание пошло дальше, перекинулось на ячейки. И вот это вот, как говорится, домино выгорело всю ячейку, секцию, первую секцию, это 5-6 ячеек. На подстанции ЕПИТ работали 2 трансформатора. Один сгорел, второй в результате пожара не функционировал. В тот же день вечером энергетики запустили в работу один из них. В летний период его мощности хватит для обеспечения населения электричеством, говорят специалисты. Но к зиме нужно обязательно установить второй, потому что нагрузки в этот период возрастают. Это займет немало времени, работа сложная. Нового оборудования нет, а трансформатор, который устанавливают, также нуждается в ремонте. Но чтобы его поставить, надо его привести в порядок. То есть произвести операции по его ремонту, сушке, ревизии и только тогда перебросить. Все трансформаторы эти вес приличный, порядка 35 тонн. И масса столько же, порядка 14 тонн. Так что там это не игрушка, а тяжелая работа. Вот мы этот трансформатор, значит, в течение, значит, дня пожара, это было 28 июня, мы потушили пожар. Вот моя бригада, наша бригада, значит, после того, как тушение, мы сняли все навесное оборудование. Навесное оборудование что там? Консерватор, радиаторы, воды, 110 еще. То есть начали подготовку для транспортировки его. Привезли бак, емкость, в которую слили масло, чтобы могли раздеть его. То есть, если мы не сольем масло, мы не можем снять навесное оборудование. А навесное оборудование снимается для того, чтобы габариты соблюдать, когда погрузим его и транспортировать его на наш объект. И это мы делали в один день, а вчера мы его, значит, погрузили на трал,
тягач краном своим и перевезли сюда. Теперь так, есть возможность, может быть, он будет хороший, нехороший. Вот мы его и будем скрывать, наверное, на той неделе и посмотрим, поддается ремонт или не поддается. Два варианта. Если не поддается, придется его на ремонт, на металлолом. А если поддается, придется нам силами нашей бригады думать будем, как ремонтировать. Пожар на подстанции «Епит» произошел 28 июня. Его тушили 2 пожарных расчета. На место сразу же выехали пожарные, аварийные бригады Черноморэнерго и СОС. Огонь удалось потушить в течение 40 минут. Гугу Савардани, Алхас Псарди, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Круглосуточная подача воды в городе Очамчира будет обеспечена к концу текущего года. Строительство водозаборного сооружения в селе Мук завершено. В рамках инвестпрограммы на строительство объекта было предусмотрено 52 миллиона рублей. Все детали у Сарии Кварацхелия. Строительство нового водозаборного сооружения в селе Мук ведется с 2020 года. Это стало необходимым из-за того, что в городе Очамчира не хватало воды для круглосуточной подачи. Здесь построили 2 резервуара объемом по 10 тысяч кубов, пробурили 12 скважин, построили шиберное помещение для управления аварийным сбросом, установили новый трансформатор и провели освещение, построили здание для охраны объекта. Каждая скважина вырабатывает 30 кубометров воды в час. Воду добываем, каждая по-разному, от 37, как я говорил, до 40 метров. У нас скважина промышленная, 219 диаметр. У нас насосы российского производства, Ливнинский завод. Мы, как говорится, консультировались, какие насосы, для чего полностью специалистов, также с Ливнинского завода инженеров приглашали сюда, чтобы как бы у нас это все эффективно работало. Чистая вода, исследования есть, это бумаги потом будут предоставлены Очамчирскому водоканалу. Как отметил генеральный директор компании «Юнистрой» Ираклий Квициния, недавно были начаты работы по реставрации одного из резервуаров в городе Очамчира. Как только отреставрируют правый резервуар, будут подсоединены трубы и начнется подача воды в город. Реставрация резервуара должна завершиться до конца текущего года. С нашего резервуара уже самотеком, получается, поступают в город Очамчира. Но так как пока в Очамчирах ведутся работы, мы пока не можем пустить воду в Очамчиру. Пока на данное время мы периодически наполняем резервуары и сливаем в речку. Одна из проблем, которая существовала на водозаборном сооружении, это слабое напряжение электричества. Поэтому был дополнительно установлен стабилизатор напряжения мощностью 200 киловатт. Добавлял энергию, мы это техрешением добавили, а свет практически он здесь у нас постоянный. Там бывает отключают, это часовые, час, два, три, это никак не влияет. Резервуара хватит своего. Да, час, два, три это хватит, у нас только проблема только с энергией. Когда она уменьшается, 170 уменьшается напряжение, то насосы под нагрузкой работают. У нас запасные насосы есть, мы после себя оставляем, передадим это все водоканалу Очамчирскому. Практически у нас по 4-5 образцов запаса. Директор водоканала Очамчирского района Авдений Джопу рассказал, по какой схеме происходит подача воды в городе. Часть города получает днем, часть города получает вечером, потому что дебит воды не хватает. В 6-м микрорайоне подаем воду с 7 вечера до 8 утра. А переключается вода на город с 8 утра до 7 вечера. Тема работает, люди в городе без воды не остаются, у нас вода ежедневно, отключений нету. Сегодня по селам ответвление есть из-за того, что самотечная вода. То есть только Очамчира будет получать? Вы же говорили, что еще 3 села. 3 села получают сегодня вот этим же нашим старым водопроводной сети. Со старой галереи. Они перейдут, когда объект будет поставлен? Вот эта старая галерея должна работать, чтобы эти 3 села снабжались водой, потому что та напорная станция не может ответвление отдавать по селам. Строительство водозаборного сооружения в селе Мук осуществляется в рамках инвестпрограммы. На строительство было заложено 52 миллиона рублей. Объект готов к эксплуатации. Все работы были завершены еще в феврале этого года. Данный резервуар будет обеспечивать водой город Очамчира, а также части сел Мук, Араду и Маркула. Сария Кварацхеля, Лаура Капш, Саида Гухава, Абхазское телевидение.
Депутаты Сухумского городского собрания обеспокоены решением столичного суда от 29 июня. Речь идет об отмене решения Горсобрания от 2009 года, в котором запрещается высотное строительство в исторической части города. Данный вопрос обсуждался на внеочередном заседании Сухумского городского собрания. Депутаты отметили, что планируют принять решение, которое устроит и застройщика, и граждан. Депутаты Сухумского городского собрания крайне обеспокоены решением, которое принял Сухумский городской суд. И те процедурные моменты и скорость принятия решения, на наш взгляд, являются ошибочными. Мы эти решения будем опротестовывать. В четверг у нас будет заседание Сухумского городского собрания, на котором будут приглашены адвокаты, которые сегодня, к сожалению, не смогли принять участие ввиду определенных обстоятельств. Они нам более подробно расскажут, что произошло, почему оно могло так произойти. Но то, что Сухумское городское собрание собирается идти дальше в вышестоящую инстанцию, решение, оно является единогласным, и мы будем его в дальнейшем утверждать. Также хотелось бы ответить и сказать нашим дорогим горожанам, что в любом случае, как бы ни происходили бы суды в вышестоящей инстанции, Сухумское городское собрание обеспокоено, как происходит сегодня застройка, и какое-то альтернативное решение в любом случае оно будет принято. Я надеюсь, что это альтернативное решение будет таковым, чтобы удовлетворило и застройщиков, и наших граждан в первую очередь. Сообщество водителей «Трансфер Абхазии» совместно с водителями компаниями такси провели благотворительную акцию «По зову сердца», приуроченную ко Дню защиты детей. Акция длилась 30 дней. В ней приняли участие граждане Абхазии, проживающие в Европе, туристы, главы администрации Гулрыбского и Галского районов, а также рестораторы и ательеры. За это время организаторам удалось собрать 440 тысяч рублей. Собранные средства были переданы благотворительной организации «Керас». Общая сумма сбора вышла 440 тысяч. Деньги мы передаем в фонд «Керас». К нашей акции подключились такси, водителя и фирмы по городам Абхазии, водителя ПСО, водителя ГАЛа, туристические компании. Список мы представим. Отдельно хочу поблагодарить главу администрации Гулрыбского района Саида Геннадьевича Харазия. Отдельно хочется благодарить главу администрации Гальского района Пилия Константина Эдуардовича. Также выражаем благодарность депутату Народного собрания Республики Абхазия Шергелия. Жители Абхазии за пределами в городах России приняли. Вот Отто Сено, жителя Гудзеры, наш одноклассник, который живет в Эстонии, тоже принял участие, хотя переводы очень трудны с Эстонии. Он через Москву перевел маленькую сумму свою и поучаствовал в нашем благом деле. Военные ветераны силовых структур и спецподразделений, которые вместе с водителями трансфера создали сообщество водителей трансфера. Также ветераны войны, мы участвуем в благотворительных делах уже 3-й год. По возможности в туристический сезон мы оказываем помощь социально нуждающимся группам населения. И в завершении выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 1 и 2 июля на территории Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу местами дождь и гроза, в воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 25-30 тепла. Температура морской воды плюс 23. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.